Одни соревнования за другими, многочасовые, усердные тренировки и боевой настрой. Интинские боксеры готовятся к республиканскому турниру по боксу «Инта. Золотое сердце Коми», который будет проходить 3 дня в спортивной школе «Юность». Соревнования стартуют уже в эту пятницу. Юные рыцари кожаной перчатки обещают порадовать всех любителей бокса. Бокс – один из самых популярных видов спорта в Инте. На данный момент секцию посещают более 50 ребят. За плечами многих мальчишек огромное количество проведенных боев и высоких наград. И интинцы постоянно участвуют в соревнованиях различного уровня и показывают отличные результаты. 12 воспитанников секции бокса спортивной школы «Юность» входят в состав сборной Республики Коми. Саид Мирзоев – один из самых титулованных боксеров. Мальчик является кандидатом в мастера спорта. Неоднократно становился победителем и призером Северо-Западного федерального округа, всероссийских и республиканских соревнований. Все с трудом, да. Смотря первое начало, конечно, все сложно, а потом уже привыкаешь, уже страха ничего нет. Вот. Самых больших успехов, самый большой победитель первенства ССФО. Недавно интинские боксеры вернулись из Северодвинска, где проходил всероссийский турнир по боксу памяти героев-североморцев на Кубок Героя России Давида Пашаева. Ребята завоевали 6 медалей – 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую. Сейчас мальчишки готовятся к республиканскому турниру по боксу «Инта. Золотое сердце Коми». В соревнованиях примут участие более 40 воспитанников спортивной школы «Юность». В заявке у меня 41 человек, который здесь будет боксировать от 2011 года и до 2003 года рождения. Это самые младшие и взрослые ребята. Конечно, самые титулованные у меня юниоры ребята – это Саид Мирзоев, Танзов Артем, Леша Костенко, Челдаев Володя. Это ребята, костяк мой, который уже тренируется не 1 год. Вот Челдаев Володя уже 11-й год занимается боксом. Остальные ребята по 8 лет занимаются боксом. И у них и глаза до сих пор горят, и, надеюсь, будут продолжать боксировать и дальше. Я не могу определенно сказать, будут ли у них здесь достойные соперники, потому что все-таки у нас большая удаленность нашего города, и это сложность огромная. К нам очень сложно завлечь сюда, чтобы приехали, побоксировали. В это время проходят в различных регионах очень много соревнований, им проще рядышком приехать, чем ехать сюда, к нам на край света. Но все же мы ожидаем много гостей. В общем, где-то приезжих будет больше 80 человек, около 90 человек, и плюс наших 40 человек. Где-то 120 с чем-то участников у нас будет на этих соревнованиях. Мальчишки усердно готовятся к республиканскому турниру. На одной из тренировок побывал мэр Инты Владимир Киселев. Глава округа внимательно следит за спортивными успехами интинцев и с большим уважением относится ко всем, кто занимается спортом, отстаивает честь Инты и Республики Коми на различных соревнованиях. Градоначальник пожелал юным боксерам успешно выступить на предстоящих соревнованиях. Настрой у них есть, а на днях и новая экипировка со снаряжением пришли как раз для более активных тренировок. Боксерский горизонтальный мешок, 14 пар профессиональных перчаток весом 10 и 16 унций, 2 пары лап и защита для тренера, которые были приобретены за счет республиканского и местного бюджетов по программе «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Республиканское, как и местное руководство, конечно, на сегодняшний день большое внимание уделяют спорту. И вот сейчас мы видим, мы получили новое обмундирование, софинансировано 70/30, 70 это республика, 30 муниципалитет. Именно помогают тем спортивным школам, где есть достижения. Заслуга ребят – это пот, кровь и слезы, так скажем, в этом зале пролитые, на ринге. Ребята много работают, много трудятся. Бокс очень сложный вид спорта. Здесь всегда, как говорится, 90% труда и 10% таланта. Боксерские перчатки, лапы, защита – неотъемлемые атрибуты боксеров. Профессиональная спортивная экипировка стоит недешево и быстро изнашивается. Чтобы во время тренировок и соревнований избежать ушибов, вывихов и других травм, вся амуниция должна соответствовать требованиям. Перчатки вообще-то
За один год все в хлам превращается, за один год. Поэтому нужно все время обновлять. Это и могут быть и травмы спортсменов из-за плохих перчаток, это и травмы лица, травмы рук. Поэтому желательно, конечно, обновлять каждый год. Ну, не могу пожаловаться. У нас, в принципе, последние вот 5-6 лет мы имеем перчатки, а вот эти перчатки нам нужны именно были для соревнований. Это 10-унцовые перчатки фирмы, сертифицированной Международной Федерацией бокса АИБа, Федерации бокса России, поэтому они нам очень нужны. Дальше еще перчатки 16-унцовые, тяжелые, для работы на мешках ребят тяжеловесов. И боксерские лапы всегда нужны тренеру, конечно, они тоже очень изнашиваются. Нужна защита для отработки ударов снизу и боковых ударов, которые одевает тренер. Все это очень необходимо. Нужен был горизонтальный мешок тоже для определенной работы, которого у нас никогда вообще не было. Поэтому это очень хорошо, что у нас сейчас такое приобретение. С 26 по 28 ноября в Инте состоится традиционный республиканский турнир по боксу «Инта. Золотое сердце Коми». На ринг выйдут боксеры в разных весовых категориях и разного уровня подготовки. Организаторы соревнований приглашают зрителей поддержать интинскую команду. Открытие турнира уже в пятницу в 16 часов.